доброго времени суток. Мы находимся в поселке Тюбя, вернее село Булус, Тюбинский наслег, Намский улус. И вот мы находимся сейчас на лодочной станции, собираемся ехать на речку Тумара. У нас в планах добраться до гор, проехать деревню Сегенкёль, посмотреть красоты, немножко порыбачить. Почему выбрана река Тумара? Потому что она тупо ближе. У нас получается меньше расхода бензина. Ну, заодно уровень воды смотрим. Мы сейчас едем, получается, после потопа, после, получается, дождей, которые прошли через все верхояние. И вот сейчас идут сборы. Вот у нас получается лодочка GT 480 и Абакан 480. Абакан у нас идет на 40-ке XVS с ручным стартером. Ну и GT-шка, новая лодочка. Будем ее тестировать. Вообще лодка GT 480 выпущена компанией Sea Brewer. И нам предоставлена компания X Motors. Двигатель Tohatsu 50 на водометной улитке средней серии с интейком вездеход. Двигатель также был собран компанией X Motors. За что ребятам большое спасибо. Это на самом деле не реклама, а факт. Вот будем тестить работу ребят. Также огромная благодарность компании 17 Бокс. Это автосервис в городе Якутске, в котором данные лодки были надуты, установлены рулевые консоли, двигателя и были проведены тесты перед спуском на воду. С нами сегодня команда туроператора компании ООО «Дэн». Роман. Это наш видеограф, начинающий, ну как начинающий, уже профессионально работающий. Виктор, помаши-ка в камеру. Константин, привет. Это наш главный механик и физик, и вообще человек, главный ядерщик, в общем говоря. Так, дальше я вас познакомлю, ну как познакомлю, представлю. Виктор. Он в данный момент собирает спиннинг. Наш генеральный директор Владимир Владимирович Лоц. Самый главный рыбак и основатель компании ООО «Дэн». Надо так громко говорить. Виссарион. Пилот АС. Водитель Савара 500-го. Ну, мы его не взяли с собой, просто эту лодку нам как бы хватает пока. В ходе данной остановки на устье реки Тумара был запущен дрон для проведения исследований рыболовного участка под организацию любительского рыболовства, принадлежащей компании ООО «Элден». Кстати, участок так и называется «Элден», что в переводе означает «северное сияние». Данный участок расположен на устье реки Алдан. Проект в настоящий момент не работает. Планируемая дата реализации 2024 год. Но об этом мы дополнительно еще снимем сюжет. Ну а пока предлагаю вернуться обратно к нашей экспедиции. Мы заехали на устье реки Тумара и сейчас будем выгружать бензин. Как все водомоторники это делают, мы это оставляем на устье, нашу обратную дорогу. Планируем оставить в районе 25 литров на 2 моторные лодки. Думаю, нам хватит. Скинув часть веса в виде бензина для обратной дороги, мы собрались и пошли вверх по течению. Наша задача сегодня добраться до деревни Сегенкёль и сделать небольшую остановочку перед длинным плесом на нашем памятном месте. Также, справочки ради, на моторной лодке GT 480 был установлен родной интейк. Испытано на себе. В ранние годы мы ставили здесь длительный табор, но так как сейчас стоит задача пойти выше, мы решили просто сделать кратковременную остановку, перекусить, отдохнуть, покупаться, сделать памятное фото и поехать дальше. Итак, дорогие друзья, мы наконец-то добрались до деревни Сегенкёль. Ну как до деревни, до лодочной станции.
припарковались. Сейчас будем отзваниваться родным и близким. Здесь есть связь, Билайн. Ну и виды тут, конечно, классные. Здесь же поднимем дрон, посмотрим горы в тумане и саму деревню. Село Сигенкёль является административным центром Кировского наследия Кобяйского улуса. Население здесь преимущественно занимается сельским хозяйством, скотоводством, охотой и рыбалкой, а также в последнее время развивается сфера туризма. Итак, дорогие друзья, у нас будет небольшая экскурсия. Мы на Сигенкёле заедем сейчас посмотреть школу. Ну, просто ее рядом проедем, выйдем, поснимем. Думаю, будет классно. Мы находимся в деревне Сигенкёль. Заехали посмотреть, пройтись небольшую экскурсию, ну и приобрести бензина немножечко. Вот такая уютная деревушка, собачки бегают. В домик заехали, людям вот немножко помогли дотащить вещи. Нас вот на этом УАЗике встретили, привезли, увезли. Ну вот как-то так. Мы находимся в магазине в поселке Сигенкёль. Немножко помогли разгрузить. Вот такого плана магазинчик, очень комфортный, классный. Итак, вот мы доехали до школы. На 120 учеников построена каменная школа. Мы, конечно, внутрь... ну даже можем немножко пройти. Вот тут такой заборчик. Я думаю, против не будут, просто отснять. Вот такая замечательная школа. И вот поселок. Между прочим, в этом поселке есть туры, восхождение на гору. В основном весенний период. Местные ребята здесь организовывают все это дело. Но мы думаем, что как-нибудь посетим этот тур. Еще раз с вами, еще раз покажем вам, как это будет выглядеть. После посещения села Сигенкёль мы продолжили наше путешествие вверх по течению реки Тумара. И как я уже говорил, здесь имеется большая сеть перекатов. И так как уровень воды в момент нашего посещения был довольно высоким, мы разминулись с нашим вторым бортом. В данный момент мы причалили на туристическую базу, пока ожидаем наших ребят на Абакане. Я думаю, подняться на турбазу и снять небольшой контент. А вот и Потапыч ходил недавно. Вот мы, в общем говоря, всей компанией идем наверх. Такая лесенка, подъем. Тут идет брусчатка, домик. Имеется он там зона отдыха, насколько я понял. Что-то хозяев нет. И тут еще один домик. И еще один домик. Вот такой небольшой обзор туристической базы. Мы, конечно, в дома внутрь заходить не будем. Но тут на самом деле очень уютно. Поднялись наверх, чтобы связь пробить. Но что-то наши ребята пока не отвечают. Второй первому, второй первому. Вот такие виды. В общем говоря, вот мы посетили туристическую базу, сделали небольшой обзорчик. Здесь 3 домика, беседочка, там печка, туда-сюда. Короче говоря, очень хорошее место. Кому интересно, потом будет ссылочка, даже не ссылочка, а, наверное, просто надпись, чья это база, как сюда попасть и сколько стоит. Испытано на себе. Вообще местное население здесь развивает такой вид туризма, как охота на горного барана, рыбалка, а также восхождение на гору по экотропе. Наконец мы встретились с нашей второй группой. Как оказалось, они уехали чуть дальше туристической базы и ждали нас на перекате. И вот, объединившись, мы решили пойти еще чуть выше, пока не потемнеет. Благодаря высокому уровню воды в реке наши моторные лодки проходили перекаты без проблем. И мы поняли, что
в 17-м боксе, а также в X-Motor'се нам все правильно настроили. То есть высота двигателя была идеально подобрана под каждую лодку. Чем выше поднимаешься вверх по течению реки, тем виды становятся все лучше и лучше. А Верхоянский хребет здесь предстает просто в бомбическом виде. Это супер, неописуемая красота. Чувствуешь здесь себя покорителем гор и легенд. Нашли, короче говоря, хорошее местечко и решили остановиться, немножко покидать спиннинг. Прекрасный вид гор, и ребята кидают спиннинг в надежде поймать что-нибудь вкусненькое. Большое, да? То, что тянется. Борется, вернее, не тянется, а борется. Оп. А ловим мы на мышке, да? Мышь, ага, у меня веселен. Ложка. Вот у нас две блесны. Одна ложка обычная серебристая, другая мышка. Мышка причем... ну да, то есть у нас получается ложка необычная такая. С одной стороны металлика, с другой бронза. Наконец начало темнеть, и мы решили сделать остановку и поставить табор. Испытано на себе. Шатерок, палаточка, еще одна палатка. Дорогие друзья, мы вчера ночью поймали этого мешонка. Да, он действительно небольшой, положили его в морозильник-холодильник. У нас, скажем так, ночью просто отключенный стоял. Его доставать и готовить. Вот такой холодильник, приобретенный в компании X-Motor's. Опять же, на 75 литров. По идее, замораживает до минус 20 градусов. Но у нас тут он ночью отключенный был. Рыбка холодная, кстати. Так, мы его вчера ночью поймали, ничего не взвешивали, уставшие, просто положили его в пакет и в холодос. Сейчас его достанем, посмотрим. Оп! Такой, уже задубевший, но он прохладный. Вот такой мешонок. Он действительно небольшой, маленький. Река Тумара. По идее, это нужно было, конечно, его отпускать, но мы попробуем его приготовить. Хотя бы рыбку чуть-чуть покушаем. Мастер-класс по расчистке рыбы от Владимира Лотца. Первым делом убирает чешую. Так, чтобы когда мы кушали, чтобы не было там всякой фигни. Чтоб не попадало, да? Испытано на себе. Плотно позавтракав, отдохнувши, мы собрались и продолжили наше путешествие выше в горы.
доехали до первой развилки. Это где-то 100-е километры уже реки Тумара. Стоим рыбачим и думаем, куда нам пойти. Лево, прямо или направо. Рома, что ты дрон запускаешь? Мы готовы? Да. Ждем твоей команды. Запускаем дрон, готовим. Ребята вот рыбачат. Ребята, ну-ка помахали сюда все. Остановились в верховьях реки Тумара. Немножко покидать спиннинг возле отвесной скалы под перекатом. Сейчас вот будем пробовать. Фотограф у нас Роман весь в работе. Константин. Тайменя давай, Костя. У него вот мышка желтая, коричневая мышка. И Виссарион, самый главный ловец, добытчик. А вот подъехали улитычи на Абакане. Нет, что на самом деле вот подъехали наши друзья на Абакане. Тоже собираются кидать спиннинг. Мы сейчас устроим соревнование, кто поймает больше или вообще что-то. Володя, капитан. Володя, как тебе Абакан? Хорошая штука. Он говорит, там... Да, у нас, к сожалению, там 40-ка стоит, XVS-ка. Он хорошо идет, надежный мотор, но немножко медленно. Ну, ничего страшного. Для Абакана нужна хотя бы полтишка, насколько понятно. Мы поняли. Так вот, подъехали к ручейку. Ручеек берет начало где-то в верховьях и вытекает вот прямо вот сюда. Здесь ребята думают поймать что-то большое, что-то хорошее. Кормовая база здесь, у Тайменя, предположительно. О, что, набрали воды? Я одел жилет. И по технике безопасности необходимо нырять только в жилете. Если я вытащу все, упало. Пробрось шленки снизу. А? Снизу еще пробрось шленки. По технике безопасности. Нырнуть решил-то? Точно. Очень жарко. На улице 35 градусов. Дыма нет. Что у нас тут получается? Ясная погода, невозможно даже плыть на моторной лодке, поэтому я решил искупаться. Для этого я сначала одел жилет, сертифицированный, приобретенный в X-Motors. У него есть лямки, но меня их обламывают одевать, а вообще не делайте так, эти лямки нужно под ногами пропускать, чтобы не вылетало. Ну, как-то так. Yerehi, yerehi, katan kolaşan
Одной из целей нашей поездки является тест наших моторных лодок на предмет проходимости по мелководью. И поэтому было принято решение остановиться и попробовать подняться по мелким ручьям. Был выбран ручей Балбук. Абакан 480 на сороковке. Не получилось. GT 480, Тахацу 50 с родным интейком. Прошел, но встал. Короче, после того, как поднялись в протоку, даже не проток, это горный ручей, сейчас собираемся дальше идти. Но на месте остановки мы обнаружили вот такую вот красоту. Сейчас здесь будем делать фото, видео туда-сюда. И вот тут такие камушки, короче. Да? По всей видимости, это выходы железа. В общем говоря, мы забрались все-таки на этот перекат на двух моторных лодках. Собираемся немножко перекусить и дальше поехать вот по этому ручью. Маленьких надо брать. Какие, ты посмотри на них. О, Тяшкин! У нас очередная остановочка. Мы заехали в ручей. Прошли несколько перекатиков. Сложновато идти, но в принципе можно. Нас много. Перегруз небольшой, поэтому мы решили остановиться и немножко поесть. Вот мы сейчас готовим мясо на камне, да? У нас, короче, сковородки нет, и мы нашли квадратный камень. И вот делаем себе ужин. Виссарион. Сегодня у нас шеф-повар. Вот он камень. Это Виса лично нашел сам. Такой плоский. Достал из воды, отмыл его. Мылом или флэри? Ну, неважно. Короче, раствором определенным вымыл. И вот сейчас Виссарион готовит плиту для обжарки мяса. Мясо у нас с собой, взято из города Якутска. Виссарион, ну как ты думаешь, как будет? Ну это первый эксперимент. Думаем, что все будет хорошо. Ребята спиннинг кидают. Роман исследует местность. Будущий географ. Константин спит. Владимир руководит процессом. Будущий директором. Давайте попробуем. Да ничего не рано. Мясо вот такое вот у нас. Свинина, шейка. Пробуем. Рано. Однозначно, да? Ничего не шутит.
Ну, справедливости ради надо сказать, что наша еда не удалась. К сожалению, камень раскололся. Ну и мы сделали вывод, необходимо носить с собой сковородку. GT 480. Кумара. Перекатик такой сложненький. В одного проскочил. В результате проведенного испытания моторной лодки GT480 можно сделать вывод о том, что необходимо установить дополнительный транец, вынести двигатель дальше от транса и поставить его выше. В связи с тем, что дно моторной лодки именно серии GT480 имеет ряд особенностей. Сегодня мы пробуем рыбачить на поппера. Поппер у нас такой вот ну какой-то салатовый поппер, приобретенный в магазине «Серебряный ручей» в городе Якутске в Кружава. Спиннинг у нас короткий, подписан лично Засловским, «Серебряный ручей». Он коротыш идет, по идее предназначен под как она правильно? Короче, под другую катушку, не под эту инерционку. В принципе, отрабатывает очень хорошо. Он сам по себе короткий, забрасывать очень легко, удобно. Вот на горной речке раз. Хорошая проводочка. Пока рыбы нет. Но сегодня имеется в виду. Сейчас мы в надежде. Справа, смотри, какое место. В надежде поймать большого тайменя или линка хотя бы. Идем вниз уже. Останавливаемся в более-менее хороших местах, ну, которые думаем. То есть это вот ямочки после перекатов, до переката, после переката. На плесе тоже пробуем. Ну, в поисках удачи. Испытано на себе. Итак, закончился наш отдых трехдневный. Затестили лодочку 480 GT. Она идет просто супер, классно. Забрались очень высоко, далеко, даже прорвались по всяким перекатам интересным, категорийным. Все круто.